Урок 62. Будущее моего села, города. Упражнение 1. Работа с кластерами. Первое задание. Составьте кластер. Первая группа «Мое село сегодня плюсы». Вторая группа «Мое село сегодня минусы». Третья группа «Мое село завтра плюсы». Четвертая группа «Мое село завтра минусы». Второе задание – мозговой штурм. Что нужно сделать, чтобы минусы превратить в плюсы? Ответы примерные. Я взяла их с интернета. Вы можете что-то свое добавить, что-то убрать. Первая группа. Мое село сегодня. Плюсы. Плюсов жить в селе много. Ты можешь погулять в своем дворе. Летом всегда много свежих фруктов и овощей. Можно завести любое животное. Чистый воздух, добрые соседи. Вторая группа. Мое село сегодня минусы. Мало магазинов и супермаркетов. Нет водоснабжения. Приходится таскать воду. Мало развлечений, театров и кино. Но сейчас во многих селах водоснабжение есть, поэтому здесь можно менять. Третья группа. Мое село завтра. Плюсы. Надеюсь, в будущем у нас проведут водопровод и жизнь станет легче. Четвертая группа. Мое село. Здесь мое село должно быть. Завтра минусы. Из-за отсутствия работы многие уезжают из села. Вот это правильно. Что нужно сделать, чтобы не было минусов? Надо работать над этими минусами, исправлять их. Если вы живете в городе, пишите не мое село, а мой город. Упражнение 2. Запиши предложение. Сөйлемді көшіріп жаз. Объясни правописание выделенных букв. Неге кейбір сөздер бас әріппен жазылған, соны анықта. Как ты думаешь, чем отличаются умные светофоры от простых? Умный бағдаршам туралы не білесің? На улицах Нур-Султана, Алматы, Шымкента работают умные светофоры. Начальные буквы каждого слова пишутся с большой буквы, потому что это название городов. А мы знаем, что названия городов, имена, фамилии, клички животных пишутся с большой буквы. Умный светофор отличается от обычного тем, что он меняет цвет в зависимости от потока машин и людей, что увеличивает пропускную способность дороги и уменьшает пробки. Упражнение 3. Прочитай. Фантазия, творческое воображение, способность воображать, выдумывать. Подумай, чем отличается фантазия от мечты? Фантазия мен мечтаның айырмашылығы неде? Что значит мечтать? Армандау деген не? Что значит фантазировать? Фантазия – это определенное чувство, желание чего-то конкретного, ради чего человек не готов действовать. Фантазия – это плод человеческого воображения, как правило, далекий от реальности. Мечта – заветное желание, исполнение которого является для человека залогом счастья. Мечта – это когда человек представляет что-то и вследствие стремится к осуществлению представленного. Мечтать – это способность представлять себе то, чего пока нет в настоящем, но хочется приблизить, осуществить, воплотить в жизнь. Это первый шаг к цели. Фантазировать – это значит выдумывать то, чего не может быть. Упражнение 4. Продолжи предложение. Начало предложения дано, конец вы должны придумывать сами. Сөйлемдерді жалғастыр. Образцы я взяла с интернета, вы можете посмотреть на них и составить свои варианты. Наше село красивое, и все любят его. Наше село красивое, но мы хотим переехать в город. Наше село красивое, и все нам нравится. Наше село очень маленькое, но мы все равно его любим. Здесь лучше так напишите. Наше село красивое, но оно очень маленькое. Так будет лучше. Упражнение 5. Прочитай. Озаглавь текст. В будущем в каждом селе, в каждом городе все дома будут умными. Что значит умный дом? Умный дом – дом, в котором повседневные действия человека выполняют автоматические системы.
Говорящие часы напоминают, что пора вставать. Умная печь самостоятельно готовит завтрак. Метеокоробка сообщает, что на улице дождь. Кондиционеры сами контролируют микроклимат в доме. Стало жарко, подадут холод. Будет холодно, согреют. Роботы-пылесосы следят за порядком. Ночью вы захотели попить и пошли на кухню. Вам не придется ощупью в темноте искать выключатель. Свет загорится автоматически. Переживали вы когда-нибудь, что не выключили утюг или телевизор? Теперь не волнуйтесь. Достаточно послать со смартфона команду «Умной розетке», и она отключит прибор. Умный дом – это спокойствие и экономия. Что такое умный дом? Видел ли ты умные предметы? Есть ли у тебя умная техника дома? Приведи примеры. Составь оценочные вопросы и задай одноклассникам. Объясни значение выделенных слов по контексту. Название текста «Умный дом». Да, я видел умные предметы, свет который включается только тогда, когда заходишь в дом. У нас есть робот-пылесос, он помогает с уборкой в доме. Умный дом – комплект электронных устройств, которые автоматизируют работы по дому. Метеокоробка – набор датчиков, которые оценивают температуру и влажность и отображают информацию на экране или смартфоне. Кондиционеры – приборы, которые охлаждают воздух. Роботы-пылесосы – небольшие пылесосы, которые строят карту квартиры и ездят по ней, подметая и засасывая мусор. Вопросы одноклассникам. Как работают умные часы? Как работает умная печь? Как работают умные кондиционеры? Как работают пылесосы? Упражнение 6. Пофантазируй. Нарисуй дома, город или село в будущем в твоем представлении. Составь по рисунку небольшой рассказ. Найди в интернете информацию о городе из камешков, о вертикальном городе, о зеленом городе. Расскажи одноклассникам. Я представляю город будущего таким, что всю работу будут делать роботы. Электромобили без водителя будут доставлять жителей в парки и на природу. Дроны будут развозить выбранные продукты по домам. Людям не придется строить дома и дороги, этим будут заниматься роботы. Все свободное время люди будут заниматься творчеством и наукой. Город из камешков. Бельгийский архитектор Винсент Каллебо известен своим дизайном, который черпает вдохновение из природных форм, вроде плавающих городов в форме лотоса. В этот раз он представил вертикальный город Шэньчжэнь в Китае, сделанный в виде кернов или каменных пирамид.